Фильм «Зулейха» режиссера Рамиля Тухватуллина. Год выхода 2005. Жанр – драма. Фильм снят по пьесе Гаяза Исхаки. В основе сюжета история татарской женщины-мусульманки, лишившейся всего, кроме убеждений. Потеряв мужа и детей, насильственно выданная замуж за человека другого вероисповедания, Зулейха оказалась на грани безумия. Но убеждения помогают ей не сломаться. Главную героиню сыграла актриса Ильсия Тухватуллина. Также в фильме снялись Рамиль Тухватуллин, Шаукат Биктимиров, Феликс Пантюшин и другие. Фильм «Үш аяклы ат» режиссера Нурании Замалиевой. Год выхода 2009. Жанр – драма. Фильм снят по одноименной автобиографической повести Айдара Халима. Картина повествует о событиях 1948 года. Деревенский мальчик Кабир вместе с хромой кобылой по прозвищу Бамбук отправляется в трудное и опасное путешествие. Им нужно добраться до родной деревни, чтобы спасти от тюрьмы маму Кабира, вдову фронтовика Санию. Драма о судьбе народа, который, потеряв опору, стал похож на хромую, изуродованную диким зверем лошадь. Главного героя сыграл актер Ильназ Халиуллин. Также в фильме снялись Зульфия Валиева, Олег Фазулзян, Асгар Шакиров и другие. Фильм «Биби-Нур» режиссера Юрия Фетинга. Год выхода 2010. Жанр – мистика. Фильм снят по мотивам произведения писателя Аяза Гилязова. Бабушке Биби-Нур снится сон. Она видит себя 5-летней, идущей по тропинке цветущего сада. Вдруг замечает, что на ветках самого большого дерева сидят все ее умершие родственники. «Биби-Нур, тебе пора к нам», — говорят они ей. Проснувшись, старушка понимает, что жить ей осталось 5 дней. Главную героиню сыграла актриса Фирдаус Ахтямова. Также в фильме снялись Эрнест Тимирханов, Фарида Сафина, Халима Искандерова и другие. Фильм «Ок Шешеклер» режиссера Рената Аюпова. Год выхода 2015. Жанр – драма. Фильм снят по мотивам одноименного романа-бестселлера татарского писателя Абдурахмана Абсалямова. Действие картины разворачивается в 60-х годах прошлого столетия. Судьба разлучила влюбленных Гульшагиду и Мансура. Главных героев сыграли актеры Резида Саляхова и Динар Хуснуддинов. Фильм «Топшырылмаган хотлар» режиссера Рустама Рашитова. Год выхода 2017. Жанр – драма. Фильм снят по повести татарского писателя Аделя Кутуя. По окончании медицинского университета Галия отправляется в деревню Адрас по распределению в качестве молодого специалиста. Она восстанавливает заброшенную амбулаторию, живя с 2 детьми в спартанских условиях, в ожидании долгожданного расселения, пока одно единственное письмо не нарушает ее покой и не заставляет переосмыслить всю свою жизнь. Главную героиню сыграла актриса Гузель Сибгатуллина. Фильм «Ойсулу» режиссера Рустама Рашитова. Год выхода 2017. Жанр – драма. Главная героиня фильма – девушка 18 лет, живет в деревне с матерью, любит петь. В далеком детстве в ее жизни произошла трагедия. Машина попала в аварию, и девочка получила тяжелую травму позвоночника. И вот однажды в жизни девушки происходит неожиданный поворот. В деревню приезжает известный татарский продюсер, отец которого когда-то жил в этой деревне, прямо по соседству с домом главной героини. Главную героиню сыграла актриса Гульназ Галимуллина. Также в фильме снялись Рима Ибрагимова, Венера Ганиева, Зульфат Закиров и другие. Фильм «Мулла» режиссеров Амира Галиаскарова и Рамиля Фазлиева. Год выхода 2019.
Жанр – драма. Фильм снят по пьесе Туфана Миннуллина. Освободившись из мест заключения, Асфандияр получает неожиданное предложение от своего состоятельного доброжелателя Самата стать муллой в деревне, где тот построил мечеть. Приезд молодого муллы в село вскрывает целый пласт глубинных проблем современной татарской деревни. Главного героя сыграл актер Рамиль Фазлиев. Также в фильме снялись Марат Башаров, Гузель Галиуллина, Николай Дунаев и другие. Фильм «Эпипе» режиссера Ильшата Рахимбая. Год выхода 2019. Жанр – музыкальная комедия. Фильм «Эпипе» – первая татарстанская музыкальная кинокомедия. Внебрачный ребенок татарской эстрады или, наоборот, татарского кино. Одним словом, новый фильм смешанной крови, объединивший татарское кино и татарскую эстраду. Женский музыкальный ансамбль «Эпипе» отправляется на гастроли по республике. В съемках приняли участие звезды татарской эстрады Элвин Грей, Фирдус Тимаев, Трио Зуляйля, Диля Нигматуллина, Алина Шарибзянова, Алсу Абдульханова и другие. Фильм «Кире» режиссеров Ильсияр Дамаскин и Рустама Рашитова. Год выхода 2019. Жанр – комедия. Три истории и языковое противостояние переплетаются в тот момент, когда московский татарин приезжает в Татарстан, чтобы уговорить старомодного казанца продать дом в центре. Именно на месте дома главного героя должна быть построена станция метрополитена. Но не тут-то было. Трудно договориться, если вы общаетесь на разных языках. Главного героя сыграл актер Фанис Диганша. Также в фильме снялся актер российской величины Камиль Ларин, певица Эльмира Калимуллина и другие. Фильм «Байгал» режиссера Ильдара Ягафарова. Год выхода 2018. Жанр – драма. В центре сюжета судьба главного героя Галимжана, который долгие годы проживает в одиночестве в небольшом домике на окраине татарской деревни. Много лет назад в Казани у Галимжана было все – любимое дело, любимая женщина и мечты. Только в погоне за грезами он потерял почти все, что имел. Теперь же ему нужно спасти от тюрьмы своего сына. Не последнюю роль в спасении сыграет мифологическая рыба Байгал, которая, по легенде, помогает оказавшимся в беде людям. Главного героя сыграл актер Ринат Галимов. Также в фильме снялись Владимир Вдовиченков, Миляуша Айтуганова, Гульназ Галимуллина и другие.